240 особо охраняемых природных территорий, национальный парк Юга-2 и Печора-Илычский заповедник. Эти уникальные огромные территории республики включены в список природного наследия ЮНЕСКо. Столбы выветривания Мань-Пупунер – 5-я из 7 чудес России. Точка притяжения туристов со всего мира. Площадка для съемок федеральных телеканалов. 40 минут этой головокружительной красоты, и вот она, самая большая тайна Уральских гор. Плато Мань-Пупунер. Известный ведущий телешоу «Поедем, поедим» Джон Уоррен со съемочной группой НТВ в республику приезжал дважды. На Мань-Пупунере встретился с каменными великанами, в Ухте поджигал тяжелую нефть, а в Сыктывкаре нашел грибной переулок шириной с ладонь. В Якше Джон Уоррен попробовал лосиное молоко, а позже приготовил любимое блюдо Ивана Грозного – стерлядь с жареной брусникой. Мы добавляем бруснику. С брусникой нужно очень нежно обращаться, чтобы не помять ее, а вот размешивать, буквально массажировать ее. Да. Ой, массажировать мы любим. Блюдо национальной кухни – это отдельная история и тоже вполне перспективное направление для привлечения туристов. Как пример, первый в республике мясной бренд – воркутинская оленина. Потенциал у нас великий. Мы всегда приглашаем, все вкусно накормим, напоим и оленины, и чаями вкусными из трав, и иван-чай у нас очень, очень вкусный. Поэтому по поводу гастрономического туризма, это такая вообще тема открытая, и мы всегда рады. И самое главное, есть что представить и чем накормить. Этнотуризм республики заслуживает отдельного внимания. В старинном селе Усть-Цильма сохранилась мощная старообрядческая община со своими обрядами, праздниками, песнями и легендами. Для туристов будут интересны и другие факты. Именно в Коми найдена самая древняя в мире лыжа, и более 8000 лет. Стоит вековая пожарная каланча, есть памятники церковной архитектуры. Казанский храм в местечке Кочпан, церковь Рождества Богородицы в селе Вотча и, конечно, Ульяновский монастырь. И французы как-то были, это давно, конечно, они путешествовали по России и решили тоже, но, конечно, на французском языке не можем с ними говорить, просто жестами как-то, и очень даже вот им понравилось. В трапезу водили, там у них же совсем другое питание, они попробовали монастырскую пищу, они говорят, вообще, говорит, это удивительно, это не сравнить, что мы, говорит, едим и что у вас, говорит. На самом деле это все меняется, потому что у нас все свое, молоко, там сыр. Сегодня в республике порядка сотни государственных и частных организаций занимаются внутренним въездным туризмом. И потенциал для развития этого направления еще далеко не исчерпан. Уже сегодня можно сказать определенно, что регион представляет колоссальный интерес на российском и не только на российском рынке. В сфере экологического туризма это вообще наш бренд региона Эко-Республика Коми. Большая часть Уральских гор расположена на нашей территории, самые высокие вершины Урала расположены здесь. В конце концов, плато Мань-Пупунер, одно из 7 чудес России, расположено на территории Республики Коми, поэтому, конечно, это главный наш приоритет. Внутренний туризм необходимо поддерживать, и одна из таких мер – выделение целевых грантов. Федеральное финансирование получат проекты, связанные с созданием инфраструктуры для отдыха на природе, например, современные кемпинги, автокемпинги, модульные отели. Кроме того, Ростуризм выделит гранты на разработку новых туристических маршрутов и благоустройство уже существующих, включая навигацию, обеспечение безопасности, организацию зон отдыха. На новую меру поддержки в туристической отрасли выделен 1 200 000 000 рублей. Сбор заявок продлится до 8 октября. Алексей Корчмалик, Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.